В октябре этого года в Нерюнгринском медицинском колледже прошел отборочный этап 10-го юбилейного открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Республики Саха-Якутия. Это событие значимо для учебного заведения, поскольку Нерюнгринский медколледж активно участвует в чемпионатном движении WorldSkills Russia с 2018 года и подготовил 9 призеров национальных этапов чемпионата. Готовность к такому событию – дело ответственное и непростое. Участники демонстрируют свои технические способности и качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Одна из основных целей отборочных соревнований – демонстрация уровня профессиональной подготовки студентов. Они готовились к этому дню. Да? Наши преподаватели готовили по модулям. Модули интересные. Они отражают в основном оценку функционального состояния пациента. Очень большое внимание уделяется обучению пациента и, конечно, контроль его состояния здоровья. Вот этот отборочный тур, он готовит их, да, уже непосредственно к участию в региональном 10-м чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills». Это вот итог того, что должно быть. В Нерюнгринском медицинском колледже на площадках для проведения чемпионатов созданы все условия и имеется необходимое оборудование. Здесь не первый год проходят региональные отборочные этапы чемпионатов WorldSkills и Обилимпикс, региональные этапы Всероссийской олимпиады профмастерства по различным компетенциям. В этом году участниками отборочного этапа регионального чемпионата WorldSkills Russia Республики Саха-Якутия в Нерюнгринском районе стали 20 человек. 14 из них в категории «Молодые профессионалы», 7 студентов в компетенции «Медицинский и социальный уход», другие 7 в компетенции «Лечебная деятельность». Очень интересно показалось это предложение. В принципе, нужно попробовать, это все равно пойдет в плюс для меня же. Нас обучали, полностью показывали все манипуляции, то есть было легко с поддержкой. Подготовка была каждодневной, с понедельника с утра до вечера. Модулей было много, но все более понятные. Это не сложно, это возможно все. Просто надо стараться к этому. Я это поняла, в принципе, за один день. Все запомнила, нам все понятно объясняли. Дома я прорабатывала это, чтобы больше мне запомнилось. Нам давали список, что где говорить, как читать, что отвечать. Нам помогали, как правильно сформулировать свою речь. И все. В принципе, все на самом деле легко. Я удивлена, что такое малое количество выступало тут. Это на самом деле очень легко, тем более на втором курсе это очень пригодится. Мы будем знать это все заранее, и мне кажется, это дополнительные знания никогда не помешают тебе. Также среди участников 6 юниоров в компетенции «Медицинский и социальный уход». Это школьники, которые получают дополнительное образование здесь, в Нерюнгринском медколледже, в профильном медицинском классе. Это была моя инициатива, мне нравится медицина. В дальнейшем хочу связать свою жизнь с этим. Готовились мы с учителями и сами дома тренировались. В чемпионате WorldSkills также должна была быть категория «Навыки мудрых». Это люди 50+. Но вот и из-за загруженности, в плане пандемической ситуации, просто люди не смогли, поучаствовать. Хотя были желающие, и есть такое стремление показать, поделиться своим опытом. В плане пандемии, просто пока нет такой возможности у них, очень большая загруженность. Региональный отборочный этап 2021. 2 категории, 2 компетенции. Для работы на площадке выделяется 40 минут. Конкурсанты должны были продемонстрировать экспертам свои знания, практические навыки и компетенции, освоенные в процессе обучения, которые и оценивались экспертами. Один модуль. Этот модуль включает поэтапно, и оценку функционального состояния, и обучение пациента, и контроль обучения, то есть обратная связь от пациента, и медицинская сестра должна проконтролировать это, и непосредственно контроль его состояния. Большая, поистине актерская роль в чемпионате WorldSkills отведена статистам. Сегодня я мужчина пожилой, у которого стаж 20-летний курения, который не соблюдает правильный образ жизни, и поэтому попал в стационар. На первом курсе, где-то в сентябре, в октябре, спросили, кто хочет участвовать. Я подала заявку, но по возрасту я не попала ни к молодым специалистам,
не к опытным. Поэтому я стала статистом. И это несложно, это очень интересно, это наоборот, ты видишь закулисье, ты видишь, какие действия должны быть, какие манипуляции, как правильно их выполнять. И это, наоборот, идет плюсом. Хочется подсказать, но нельзя. Ты не имеешь права только по легенде действовать. И это очень интересно. Потому что ты исполняешь какую-то актерскую роль. 2 в 1. И медик, и актер. Одна из 2 компетенций на чемпионате – компетенция «медицинский и социальный уход». Главная миссия специалиста по медицинскому и социальному уходу – улучшение качества жизни пациентов. Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг по социальной поддержке для пациентов и их семей, обеспечивают уход, восстановление утраченных функций, реабилитацию, поддерживают хорошее физическое и психологическое самочувствие пациентов. Свои услуги специалисты этого профиля оказывают на дому, в больницах, дневных стационарах, домах престарелых и хосписах. Победительница компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Молодые профессионалы» Алиева Айгун имеет опыт участия в чемпионате. В прошлом году девушка заняла 2-е место на региональном этапе. И сейчас решила попробовать свои возможности вновь, чтобы пойти дальше и занять 1-е место. Было легче, потому что задание было то же самое, что и в прошлом отборочном, на региональном этапе. Но сложнее в том плане, что конкуренция была сильнее. Мои соперницы, так скажем, были намного сильнее. И я прям была удивлена, когда сказали, что я прошла дальше. Потому что, правда, девочки очень сильные. Сегодня девушка уже работает в Нерюнгринской центральной районной больнице младшей медицинской сестрой в приемном отделении травмпункта. Помогает медсестре, ведет документацию и получает бесценный опыт. Вскоре победительнице отборочного колледжного этапа предстоит участие в открытом региональном этапе чемпионата WorldSkills. В том году было 5 модулей, а сейчас мы еще не знаем, сколько и вообще, какие задания будут. Но мне кажется, по сравнению с тем, что у меня уже есть опыт, будет намного легче. Тем более, какие у нас преподаватели, которые возлагают на нас огромные надежды, всему нас учат, и мы знаем просто все идеально и четко. Поэтому все будет супер. Новичок в компетенции «Медицинский и социальный уход» по категории юниоры Чемерис Софья на чемпионате продемонстрировала отличные знания и умения и заняла 1-е место. Медсестра по вызову, меня вызвали, я пришла к пациенту на дом и мерила давление, помогала ему совсем. У него был астматический бронхит, я должна была научиться пользоваться турбухайлером, ходить, поскольку у него голова кружится, у него слабость, он в возрасте человек. Нужно было научить его ролатором пользоваться. И мерила давление, температуру, узнавала его, что его беспокоит. Самым сложным, наверное, была сама техника, все это делать, манипуляции с человеком. Самое сложное это было. Да. Коммуникация, все это легко, разговор с человеком, и соперники достойные были. Я готовилась, ходила постоянно на тренировки сюда, в колледж. Меня готовила Ирина Анатольевна, за что ей большое спасибо. Я думаю, я не подвела своего наставника. Я вообще с детства мечтала всегда помогать людям. У меня всегда было это рвение, желание. В компетенции «Лечебная деятельность» была представлена только одна категория – «Молодые профессионалы». 1-е место здесь завоевала Эльмира Аббасова, студентка 2-го курса медколледжа. У меня имелся опыт. Я участвовала в WorldSkills в 2020 году в декабре в медсоцуходе, но, к сожалению, взяла только сертификат. Поставила себе цель пойти дальше, и вот сегодня с 1-м местом. В этом отборочном этапе у нас был модуль 1, он представлял собой диагностическую деятельность. Нам нужно было провести детализацию жалоб пациента, оценить его функциональное состояние, провести осмотр, пальпацию. У нас был пациент с вывихом левого плечевого сустава, также положить повязку иммобилизирующую и обезболить его. Заполнить документацию от медицинской амбулаторной карты до стат-талонной и выписать направление на рентген-исследование. Практику мы проходили в Нерюнгринской ЦРБ. На работу я думаю, что готова выйти, опыт все равно уже имеется. И хочется, конечно, уже побыстрее на скорую помощь по своей специальности. Движение WorldSkills Russia дает возможность познакомить молодежь со специальностью и ее особенностями, помочь им освоить практические навыки в соответствии с международными стандартами WorldSkills, тем самым сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал в медицинской сфере. Ребята выступили очень хорошо, очень достойно. Очень тяжело было выбрать
одного из них, потому что на региональный чемпионат с нашей компетенцией идут всего 2 человека, то есть это 1 и 2 место. Но помогает то, что оценочные листы очень объективно написаны, поэтому мы, в принципе, можем отметить только выполнил или не выполнил участник данную манипуляцию. Потом, когда происходит подсчет голосов, выбирается лучший. Но иногда это неожиданный результат. Конечно, ошибки были небольшие, наверное, без этого никогда не обходится. Тем более у них было немного времени на тренировку. Они тренировались в свободное от учебы время, их никто не освобождал. Поэтому ребята очень старались, и я считаю, что вообще молодцы. Выступили, в принципе, очень хорошо. Теперь у победителей работа только начинается. Теперь у них работы гораздо больше, чем сейчас, потому что дальше у них идет на региональный чемпионат молодых профессионалов 6 модулей. Сейчас у них был всего 1. На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в уходе за больным человеком. В действительности же каждое движение медсестры должно быть выверено и отточено, особенно если это касается, например, реабилитации. Необходимо иметь высокую квалификацию, чтобы оказать помощь должного уровня. Большую часть времени пациент проводит с медсестрой, нежели с врачом. Поэтому от того, как чутко она отреагирует, как поведет себя, от ее компетенции может зависеть здоровье и жизнь человека. Показать это и научиться этому можно на практике и непосредственно на чемпионатах WorldSkills. Дети открытые, дети понимающие, обратная связь от них идет очень сильная. И по глазкам видно, что они понимают то, что от них хотят, и то, что до них доносят компатриоты, которые готовят их к участию в конкурсах. И хочется пожелать, кто занял 1 место, удачи на следующем этапе, на следующей ступеньке, она очень серьезная. Это участие уже в региональном чемпионате. И юниоры, и молодые профессионалы компетенции медицинский, социальный уход, и лечебное дело. Все молодцы, все умницы отнеслись очень серьезно к подготовке. Очень серьезно, внимательно вникали в задачу, которую перед ними ставят. На выходе получили то, что получили. Кто занял 1 место, кто 2, кто 3. Где-то что-то не хватило времени по выполнению полностью всего модуля. Кто-то не заполнил документацию, которая относилась к выполнению данного задания. Но функциональное состояние, этап обучения, все справились вообще на отлично. Были шероховатости небольшие, но они не настолько критичны, чтобы можно было их за это ругать. Указали, подталкивали, говорили, объясняли основные моменты при выполнении манипуляций. И дети справились на отлично. Этап подготовительный прошел очень хорошо. И надеемся, что неплохо себя уже зарекомендует и покажет на региональном отборочном чемпионате. Движение WorldSkills Russia дарит билет в будущее. Все, что остается, это стараться, работать и расставлять правильные приоритеты.